Вот этот вот хадис, очень важный хадис. Хадис этот указывает, содержит в себе указания на многие правила. Правила, связанные с получением шариатского религиозного знания. Человек, который ищет знания, искатель знания религиозного, он должен соблюдать, во-первых, знать, во-вторых, соблюдать шесть прав. Аль-хукук ас-ситта. 6 прав. Что это за 6 прав? Первое, в отношении самого себя, своей души. Хорошо? Второе, в отношении места. Третье, в отношении книги. Четвертое, в отношении товарищей. Пятое, в отношении шейха или в отношении учителя. Шестое, в отношении самого знания, как с ним поступать. Итак, сколько прав должен знать и соблюдать человек, который ищет знания религиозное. Пусть Аллах Субхану ва Тааля сделает нас из настоящих искателей знания. Сколько прав? 6 прав. Первое право, мы сказали, это право, соблюдение прав в отношении кого? В отношении самого себя. Хорошо? В отношении самого себя человек, который получает знания, должен придерживаться ряда важных норм. Что к ним относится? Прежде всего, это искренность, ихляс в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. То есть твое знание, получение знания должно быть только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Не для того, чтобы привлечь внимание людей, чтобы люди сказали, какой знающий шейх и так далее. Не для того, чтобы спорить с глупцами, вести споры. Не для того, чтобы хвастаться и гордиться перед другими искателями знаний, знающими своими знаниями. Нет. Искренне только ради Аллаха Субхану ва Тааля. Это норма, которая должна быть у тебя обязательно. Дальше, талибуль илм. Что ему еще должно быть свойственно? Зухд. То есть воздержанность в отношении мирского. Талибуль илм, он устремлен к ахира. В отношении этого мира он неприхотлив. Дальше. Способность удовлетворяться малым. Удовлетворяется человек малым, что есть, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Довольствуется тем, что дарует Всевышний Аллах. Еще что? Сидк, правдивость. Талибуль илм должен быть правдивый человек. Правдивый человек, не должен быть лживым человеком. Дальше стойкость, сабат. Должна быть стойкость и должна быть привычка удостоверяться, тасаббут. Стойкость, сабат. Хорошо, сабат по-арабски. Тасаббут, привычка удостоверяться. Что это значит? Стойкость. Что это значит? Стойкость. У талибуль илм должна быть стойкость. То есть, если ты хочешь стать обладателем знаний, значит, ты должен доводить до конца то, что ты начал изучать. Посмотрите, мы начали изучать этот благословенный труд. 3 основы. Салясатуль усуль. В общем-то, небольшой труд, хорошо, не длинный труд, но многие ли из нас сумели перебороть нафс, перебороть шейтана и довести до конца это. Изучение этого труда, который для кого? Для, в общем-то, начинающих туляб аль-илм. Для начинающих туляб аль-илм. Советую с него начинать вообще путь искателя знаний. Так должен доводить до конца то, что начал изучать. Это сабат, это стойкость. Без этого не сможешь ты стать талиб аль-илм. Если ты будешь скакать вот так вот, начинать одно, затем бросать, хвататься за второе, потом бежать в какой-то третий кружок, оставив предыдущий. Что человек так скачет и скачет всю жизнь, в итоге никакого знания у него не будет. Да, он нахватается, чего-то услышит там, чего-то услышит здесь. Хорошо. Там что-то прочтет. У него будет определенный, конечно, набор информации, но талибуль илм, искателем знаний, знающим и ученым он не станет. Хорошо? Должна быть стойкость. Так многие, когда говоришь им, давай будем изучать религию, он говорит, нет, я сейчас сначала поеду в какую-то страну, хорошо, и там в этой стране, там я научусь. Едет куда-нибудь, едет в Египет, предположим, там в Египте, что-то не то, тут что-то ему все не нравится, никак не может он начать учиться хорошо. Нет, отправьте меня в Мавританию. В Мавритании я знаю, там такие шейхи, там такие учителя, там
такие результаты у людей, они учатся. Отправляют его в Мавританию, ой, что-то в Мавритании, что-то здесь условий нет, кондиционера нет, жарко, условия никакие, под деревом сидят, учатся, что это такое, отправьте меня в Саудию. В Саудии там, вот там знания, там кондиционер, удобства. В Саудию едет человек тоже, смотришь, он в спортзале, или в бассейне, или еще где-то, так и не приступает к учебе. Хорошо? Не будет из такого человека талиб аль-илм. Талиб аль-илм берет знания там, где он находится, насколько это возможно, не упуская ни одной возможности. Если ты начал изучать какую-то книгу, дойди до конца. Не оставляй эту книгу, пока ты ее не изучишь, пока не выучишь ее матан, пока не узнаешь ее разъяснения. Это сабат, стойкость. Дальше мы говорили, что талиб аль-илм должен удостоверяться. Имейте эту привычку, это правило удостоверяться. О чем идет речь? О том, что какое-то знание, если ты получаешь, то необходимо удостоверяться в достоверности этого знания. В том, что именно вот этого придерживались ас-саляфу салих, праведные предшественники. Держались этого сподвижники, имамы прямого пути. Хадис, удостоверяйся в достоверности хадиса, что это сахих или хасан, в достоверности хадиса. Удостоверяйся, что знание, которое ты получил, что оно восходит к предшественникам, к праведным предшественникам, к пониманию ими религии. Это очень важно, это саббот. А не так, что человек набирает все подряд и не удостоверяется. Это правильно, неправильно, достоверно, недостоверно. На этом ли были предшественники или не на этом? Далее, посмотрите, когда Джибриль пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, каким нормам личного поведения он нас научил. Во-первых, когда он пришел как? В опрятной, в хорошей, в приятной, в чистой одежде. Почему? Потому что он пришел получать знания. Самое лучшее из знаний. Знания религии. Пришел к кому еще? К самому лучшему из учителей. К пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Затем он стал задавать вопросы. Какие вопросы, ответ на которые он знал. Но для чего? Для того, чтобы получили пользу все. Чтобы присутствующие получили пользу. Чтобы таким образом он стал причиной, стал мостиком для обретения другими полезного знания. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, это Джибриль, который приходил, чтобы научить вас вашей религии. То есть искатель знания, талиб аль-илм, он должен задавать хорошие вопросы. И делать это должным образом, правильно задавать вопросы. Соответствующие интонации, подбирать соответствующие слова. Наилучшим образом. С уважением. Хорошо к учителю. С соблюдением благопристойности. Далее, Джибриль показал, это очень важно, научил нас, как искатель знания, ученик должен слушать учителя. Посмотрите, он не перебивал пророка, алейхиссалату вассалам. Задавал вопрос, потом внимательно слушал. Он не говорил, я это уже знаю, это я. Да я слышал это уже. Многие так. Отвечает им учитель или тот, кто более знающий. Да не, я знаю, уже знаю. Да я слышал уже этот хадис. Ничего, послушай еще раз. Хорошо? Когда человек изучает религиозное знание, да, вещи, которые он знает, он слушает много-много раз, и каждый раз эти вещи раскрываются для него с другой стороны. И знание становится все глубже и глубже. Почему тебе не хочется еще раз послушать хадис, слова пророка, алейхиссалату вассалям, который ты уже слышал раньше? Алхамдулилля. Слушал молча, слушал внимательно Джибриль. И Аллах Субхану ва Тааля, он на это правило указывает в Коране. Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Ахкаф рассказывает про джиннов. Про джиннов, которые пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы послушать Коран, чтобы учиться Корану у пророка, алейхиссалату вассалям. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва исарафна илейка нафара миналь джинни ястами'уна аль-Кур'ан, фаламма хадаруху, калу анситу. Фаламма кудия валлау иля кауми мунзирин». Вот мы направили к тебе нафар миналь джин, группу из джиннов, чтобы они послушали Коран. А когда они пришли к нему, Аллах Субхану ва Тааля говорит, а когда они пришли к нему, пришли к Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, чтобы послушать Коран, калу
сказали друг другу, слушайте молча. Хорошо? Анситу. Слушайте молча. Посмотрите. Аллах Субхану Тааля учит, как талиб аль-илм должен слушать. Далее, Джибриль алейхиссалям, как он сидел? Сидел так, как подобает сидеть благопристойному человеку, который получает шариатское знание. Не сидел так, как сидят высокомерные люди. Те, которые не знают цену знанию. Как сидят некоторые ученики, пусть Аллах наставит нас и их на прямой путь. Он сидел как? Сидел, сжав колени, подвинув свои колени к колени Мухаммада, положив руки на бедра. То есть поза смиренного ученика, не так, что он разлегся или развалился, нет. Поэтому если присутствуешь в кружках знания, в кружках обладателей знания, значит, непременно должен сидеть вот так вот благопристойно, потому что ты изучаешь Коран и Сунну. Так это было первое право. Право, который должен соблюдать талиб аль-илм в отношении самого себя. Да, в отношении самого себя. Второе право, мы говорили, это в отношении чего? В отношении места, где проходит урок, где ты получаешь знания. Очень многие ученые писали об этом. Указывали, что искатели знаний, они должны непременно вести себя пристойно, уважительно в отношении того места, где проходит обучение. То есть место, где проходит обучение. Не нужно превращать это место, где идет урок, религиозный урок, место приема пищи, там, игр каких-то, развлечений, сна, потому что это место, оно предназначено для учения, для знания, особенно если этот урок проходит в мечети, в доме Аллаха Субхану ва Тааля. Если человек приходит в мечеть для получения знания или для передачи знания, пророк алейхиссалату вассалям сказал, он подобен муджахиду на пути Аллаха, субханаллах. Хадис от пророка алейхиссалату вассалям, кто, сказано, пришел в эту мечеть для получения знания или передачи знания, то есть обучиться или обучить, тот подобен муджахиду на пути Аллаха субхану ва тааля. Ты сейчас на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Не забывай, что это дом Аллаха Субхану ва Тааля, что этот дом он возведен для поклонения Аллаха Субхану ва Тааля, для поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит, мы с вами часто упоминаем этот аят, «Ванналь масаджида лиллах, фаля тад'у ма Аллахи ахада». Поистине мечети принадлежат Аллаху. Так не поклоняйтесь же наряду с Аллахом никому. Поэтому мечети не надо превращать в места для застолий каких-то длительных, для игр, для развлечений, для сна. Некоторые ученики вот так вот начинают развлекаться. Развлекаются при помощи мобильного телефона там, или играть, или писать сообщения и так далее. Надо вообще от мечетей отдалять мирские занятия. Если только есть какая-то нужда, реально крайняя нужда в этом, да. А вообще мечети, от них отдаляются мирские дела. Мечети не для этого. Если только, как мы сказали, что-то незначительно необходимое. Например, человек постился, да. Человек постился, азан, настало время разговения, человек сел, поел немного, альхамдулилля, проблем в этом нет. Но сидеть в мечетях, заниматься длительными застольями, особенно если там идет урок при этом, мешать уроку, или мешать людям, которые хотят сидеть в мечети, читать Коран, хотят молиться, хотят делать намаз, хотят обращаться к Аллаху с дуа, уселись, длительные застолья, разговоры, сидят, пьют чай, неспешные беседы о бизнесе, о женитьбе, прочих каких-то вещах. Так это право. Второе право в отношении места, где проходит обучение, где человек получает знания. Третье право это в отношении товарища по учебе, с кем ты учишься. Какой здесь принцип? Право, в чем его состоит? В хадисе пророка алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Аль-му'мину мир'атуль му'мин». Верующий, он зеркало для верующего. То есть верующий, он зеркало для своего брата верующего. Зеркало. Что это значит? Это значит, ты хочешь для него блага, ты зеркало для него. Поэтому если есть что-то хорошее, побуждай его к этому. В нем хорошее есть, побуждай, поддерживай его в этом. Есть что-то плохое, не соответствующее
религия Аллаха Субхану ва Тааля, значит, старайся это исправить. Ты его зеркало. Будь хорошим товарищем. Будь хорошим товарищем. Товарищем, который призывает к благому, который тянет к благому, наоборот, удерживает человека от зла. Поэтому ученые говорили «ас-сахиб сахиб». «Ас-сахибу сахиб». Что это значит? Товарищ, по-арабски «сахиб», через букву «сад». Он сахиб. Что такое сахиб? Через букву «син». Он, то есть, утягивающий. Сахиб, сахиб. Товарищ, кто? Утягивающий. Утягивающий. Он тянет с собой. Либо в одну сторону, либо в другую сторону. И поэтому пророк алейхиссалату вассалям на это указал. Сказал, что плохой товарищ и хороший товарищ. Хороший товарищ подобен кому? Продавцу благовоний. Он либо угостит тебя этим благовонием, хорошо, прекрасно, или продаст тебе, все равно польза, или хотя бы от него хороший запах ты почувствуешь. А плохой товарищ подобен тому, кто раздувает кузнечные меха. Что сделает? Либо одежду твою сожжет, либо ты от него дурной запах почувствуешь. То есть один вред. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит об этом, о хороших товарищах. Аллах Субхану ва Тааля говорит, в тот день, то есть судный день, станет галим, беззаконник, кусать свои руки. Скажет, лучше бы я последовал путем посланника. И скажет, о горе мне, лучше бы я не брал такого-то себе товарища. Я вайлята алейтани лям аттахиз фуланан халила. О, если бы я не брал такого-то своим товарищем. Это он отвратил меня от напоминания, то есть от Корана, от напоминания Аллаха Субхану ва Тааля. Он отвратил меня, отвел меня от напоминания после того, как оно дошло до меня. Поэтому нужно наставлять друг друга обязательно. Нужно тянуть друг друга к хорошему. Это наша обязанность в отношении друг друга. Видишь у своего брата упущение, значит, мудрое, мягкое наставление дай ему, будь для него зеркалом. Это было какое право? Третье право. В отношении товарища. Четвертое право – это в отношении книги. Отношение к книге. Эти вот книги религиозные, которые у нас есть, это одна из великих и бесчисленных милостей Аллаха Субхану ва Тааля. В наши дни, алхамдулилля, средства для получения знаний, они облегчены. Много их. Не так, как в прежние времена, тогда книг не было. Если книги были, то это были очень дорогие книги, они были редкостью. На чем писали люди? Во-первых, это были рукописные книги, писали на каких-то дощечках, на какой-то коже, пергаментах и так далее. Сегодня, алхамдулилля, Аллах Субхану ва Тааля дал нам эти книги. И мы должны знать цену этому, этой милости Аллаха Субхану ва Тааля. К сожалению, мы не оцениваем эту милость, не оцениваем ее должным образом. К книгам относимся с пренебрежением. Многие люди приобретают книги, или берут, если бесплатно раздают книги, бесплатно давай. Берут книгу, а потом все, и лежит эта книга у него. Не читает человек эту книгу. Это значит, он не соблюдает права книги. Хорошо. Не читает книгу, а иногда немножко читает, вообще не читает, вовсе не читает. Хотя бы ты, как мы говорили с вами, прочти что? Вступление книги, прочти содержание книги. Хотя бы ты будешь знать, о чем книга эта. Некоторые используют книгу для каких-то записей. Записей не полезных, не каких-то религиозных выводов, а записей там разных, мирских, всевозможной мирской информации. Смотришь, телефонный номер он там записал, еще чего-то вспомнил, записал в книге. Некоторые едят, пьют, книга на столе, он рядом с ней ест, пьет, пачкает эту книгу. И уже очень скоро эта книга становится запятнанной, книга становится изорванной. Смотрите, шейх Абдуль-Мухсин Раббат, хафизаллаху та'аля, пусть Аллах хранит его, у него есть книги, которые до сих пор, которые он изучал в раннем детстве. То есть уже почти 70 лет назад книги, которые он изучал, они у него хранятся, они у него есть. В хорошем состоянии. Почему так? Потому что ученый знает цену книгам. Что книга – это одна из великих ценностей. Если ты вот так утеряешь книгу или испортишь книгу, то, может, больше вообще не найдешь этой книги нигде. Может быть, найдешь, но не в таком издании. Потому что издания отличаются друг от друга.
Особенно вот книги, по которым ты учишься непосредственно, о них нужно заботиться особо, насколько можешь. Книга, по которой ты учишь, которую ты изучаешь. Так, это 4 было, да, право. 5 право – это отношение к шейху, отношение к учителю. Вот здесь люди делятся на 3 группы. 2 крайности и середина, умеренная группа. Есть люди, которые излишествуют, чрезмерствуют в отношении шейха, в отношении учителей, целуют их ноги, целуют руки, прикасаются к ним руками, потом обтираются, для бараку берут и так далее. Другие, наоборот, есть. 2 крайность – это те, которые порочат ученых, ругают учителей, чернят их, проявляют им непочтительность. 3 группа – это Ахлю Сунна валь Джамаа. Ахлю Сунна валь Джамаа мы знаем всегда посередине. Во всех вопросах всегда посередине. Без чрезмерности, но и без упущения и легковесности. Ахлю Сунна валь Джамаа придерживаются середины. Какой середины? Той середины, которой придерживались праведные предшественники. Салафу салих в отношении ученых. Без чрезмерности, мы сказали, и без упущений. Некоторые ученики на уроке отвлекаются, учителя не слушают, друг с другом разговаривают, смеются чего-то, переговариваются, иногда спят, вытягивают ноги, иногда чего-то там пишут, смс какие-то, или в игры играют в телефонах и так далее. Когда заканчивается урок, встрепенулся, где шейх? Спрашиваю, зачем шейх тебе? Я хочу поцеловать ему руку или голову, лобик поцеловать хочу ему. Клянусь, так люблю я шейха, так люблю учителя. Лжец. Лжец. Потому что если бы любил по-настоящему учителя, как это было у предшественников, как это положено у Ахлю Сунна валь Джамаа, что бы ты делал? Сидел бы молча ты тогда. Сидел бы молча на уроке, слушал бы внимательно, впитывал бы это знание, которое дает. Потом, впитав это знание, совершал деяния в соответствии с этим знанием. Потом призывал бы к этому знанию, которое сам притворяет в жизнь, потом и призыв вел к нему. Вот это вот означает любить учителя и ценить знания, которые он дает. Внимательно слушаешь, постигаешь, притворяешь в жизнь, призываешь к этому. Шейх от тебя, если это настоящий, знающий человек, настоящий тальб аль-илм или алим, или это ученый, он от тебя не хочет поцелуев этих твоих, в лобик там, или чтобы целовал ему руку. Он не хочет этого. Он от тебя не хочет дифирамбов каких-то, чтобы ты хвалил его, говорил, какой он хороший, какой он великий. Не хочет, чтобы ты прикасался к нему там, и бараку от него получал какой-то, пытался получить бараку. Что вообще ученые, они не любят вот эти дела. Ученые, они не приветствуют, не любят, когда кто-то пытается что-то сделать подобное. Муфти Саудовской Аравии, шейх Абдул-Азиз аль-Шейх, хафизаллаху та'аля, просто как пример. Да, он соглашается на рукопожатие. На рукопожатие соглашается, не соглашается, чтобы ему целовали в голову. Не соглашается. Потому что праведники, праведные люди, они чего хотят? Они хотят, чтобы ты от них это знание полезное получил, чтобы ты по нему жил, потом ты доносил его до людей, и чтобы ты молился о нем в тайне. В тайне. Не обязательно это надо шейху в лицо говорить. Там в тайне молись сам за шейха, за учителя. Алхамдулилля. Это вот настоящая любовь. Если не такая любовь, то превращается либо в ширк, либо в бидат. Либо в бида, в нововведение, либо в ширк превращается. Это было у нас какое право? 5 право в отношении учителя. И 6 право – это право в отношении знания. Право знания, которое ты получаешь. У знания есть право. Какое право? Получил ты знание, альхамдулилля. Прошел ты 3 основы, альхамдулилля. У этого знания есть право над тобой. Какое право? Закреплять должен ты это знание. Повторять должен его. Углублять должен его. Это право этого знания. Аллах дал тебе это знание. Все. На тебе лежит это право. Повторяй, закрепляй, углубляй. Вообще, если у тебя есть знание какое-то, каждый месяц оживляй это знание в памяти. Потому что, помните, мы говорили с вами раньше, в начале, когда мы изучали, что настоящее знание – это какое знание? То знание, которое ты видишь в темноте. Некоторые говорят, такое знание, которое заходит с тобой в баню или в уборную. То есть ты же не можешь с собой книги взять туда, правильно?
Заходит с тобой только то, что у тебя сохранено в твоей памяти, в твоем сердце. Предшественники, они повторяли всегда то, что они узнали, свое знание. Итак, первое, что? Повторяй, углубляй, закрепляй. Это. Дальше что? Знание, если ты получил его. Для чего ты получил его? Просто так? Нет, чтобы ты притворял его в жизнь. Применяй свое знание в деяниях. Потому что сказано, что знающий, который не поступает в соответствии со своим знанием, он будет подвергнут наказанию прежде, чем идолопоклонники, чем те, которые поклоняются идолам. Он будет подвергнут в судный день наказанию прежде них. Субханаллах. Хорошо, значит, укрепляешь знания, потом что мы сказали? Живешь по этому знанию, да, в деянии притворяешь. Дальше что? Знание, если у тебя есть, ты должен давать с него закат. Потому что это что? Это великое имущество, которое у тебя дарил Аллах. Закат сознания должен давать. Что значит закат? Передавать его. Призывать людей к этому знанию. К тому, что ты знаешь и что ты делаешь. И четвертое, что? Ты узнал, получаешь знания, ты притворяешь его, ты призываешь к нему, теперь что нужно? Проявлять сабр, проявлять терпение. В чем проявлять терпение? В получении знания, в закреплении знания. Сабр нужен, яхи, нужно терпение. Дальше что? Притворять это знание в жизнь, сабр нужен? Нужен сабр. Дальше призывать людей, терпение нужно? Нужно. Терпение на этом поприще. Вот если так будешь поступать в отношении знания, то с позволения Аллаха Субхану ва Тааля сможешь ответить на вопросы могилы. Сможешь ответить на вопросы могилы. Так это было какое право? Шестое право в отношении знания.